Чтобы вас долго не занимать, я скажу коротко. В Вильготе выступала Прасковья Ивановна и пригласила актив. Значит, там были... Давайте микрофон, пожалуйста. Микрофон сейчас. Да. Вот этот работает, да? Значит так, Прасковья Ивановна пришла, ну, конечно, было так удивительно. Женщина такая, ну, ее описать, я честно даже, хотя и мог бы, но, наверное, не смогу так, как она на самом деле выглядит. Она, хоть и уже столько прожила, но память изумительная. Она помнит все, от начала и до конца. Она и войну всю прошла. Она столько коллективов знала, выступала во многих коллективах. Очень много знала поэзию и свою, и других поэтов знала. Она просто человек-библиотека. Это четко, ясно и понятно рассказала, что такое жизнь и как в этой жизни нужно жить, чтобы не потерять свое лицо. Мне она понравилась как мать, как учитель, который не только воспитывает молодежь, но и даже взрослых. Мы с ней общались, в последнее время я ее видел в 2015 году, 2015. Заходил я в ее квартиру, она жила в однокомнатной квартире, жаловалась мне, что соседи постоянно ее начинают там стучать в стенку там, по батарее, что она включает радио громко или телевизор долго, или к ней приходит кто-то. В общем, жила она, я бы сказал так, очень скромно, очень скромно. Я знал очень хорошо ее мужа Прометея Чистарева. Я в Морово имею дачу, там продал уже. Но тогда, когда была дача, Прометей Чистарев жил рядом со мной. На даче там он тоже жил, и я там же жил. Мы часто общались с ним. Ну и как мужики, выпивали немножко. И вот он рассказывал о себе, я о себе, мы общались. Изумительный человек, я просто удивился, как так вот получается случайно. Мы же живем, вы все знаете, как мы живем. Любим, потом начинаем удивляться, от чего-то так получается. Просто так случается, что мы не можем найти друг друга, и чтобы остаться с этим человеком навсегда. Посмотрите, что делается. Бракоразводный достаточно. Мир пропитан какой-то непонятной информацией, какой-то непонятной радио, телевидение, все настраивает молодежь, а сейчас интернет, сейчас никто не хочет ни читать, ни идти в театр. Просто жить стало как-то, ну, мы замкнуты все. У меня вот родились, как бы вам сказать, такие стихи. Я написал стихи для женщин, но здесь в основном много женщин. Меня попросили к 8 марта написать стихи. Мы выступаем в самодеятельности, у нас коллектив есть такой, «Мужики» называется. Мы ездили в Одессе, в Пятницкий район, и в городских были местах, в библиотеках. И я коротенько, просто немного скажу. Одно маленькое стихотворение, может быть, два, всего. «Коми, земля, моя надежда, люблю тебя всем сердцем, всей душой. Твои леса, ручьи, болота, реки, горы меня, как вечный зов, всегда влекут домой. Горит огонь любви в душе народа Коми, такой огонь всех согревает и роднит. Пусть ты не коми человек, неважно, народ наш всех вас обогреет, приютит. Здесь каждый человек почувствует заботу. Среди народов Коми изгоев просто нет. Работай честно, не завидуй, не пострадает твой авторитет». Это одно. И второе. Где взять слова и краски для портрета, чтобы женщину правдиво описать? Возможно, скульптор из гранита ее сумеет изваять, но жизнь вдохнуть ни в камень, ни в картину никто не может, даже маг. Нет женщины желания на свете, чем женщина-роженица и мать. О Коми женщине хочу сказать особо. Она прекрасна и сильна, и терпелива, и опасна. В любви особенно мила, дал Бог ей прелести сполна. Ее огонь, ее мороз не испугает, и ветер в юге не собьет. Она огнем любви пылает, и в этом пламени живет. Вот так.